Из-за распространения коронавирусной инфекции во всем мире сотни тысяч граждан тех или иных государств оказались застрявшими в других странах. Увеличение случаев заражения COVID-19 привело вначале к ограничениям, а затем и прекращению авиа- и железнодорожного сообщения между странами. Так, закрытие границ и отмена международных рейсов заставили изменить свои планы огромному количеству людей. Кто-то планировал вернуться домой к каким-либо праздникам, у кого-то было запланировано возвращение на родину после отдыха в теплых странах, а кто-то после трудовых месяцев просто хотел вернуться к своей семье. Среди многих стран мира и Кыргызстан. Соотечественники, которые не успели вовремя вылететь на родину, оказались в заперти в другой стране и стали просить правительства помочь им вернуться назад. Практически сразу правительство начало активную работу по возвращению наших граждан в страну. Коронавирусқа тиешелүү киргизилген чектөөлөрдөн улам өз мекендерине кайтып албай башка өлкөлөрдө калууда. Уюмга мүчө мамлекеттерде эмгектенип жүргөн биздин көптөгөн жарандарыбыз бул илдеттин кесепеттерине улам жумушун жоготуу коркунучу астында турат. Ушуга байланыштуу сиздерге оор абалда калган Кыргыз Республикасынын жарандарына ар тараптуу көмөк көрсөтүп, миграциялык жеңилдиктерди берүүнү суранам. Әз кезегинде Кыргызстан өзүнүн аймагында жардамга муктаж мүчө мамлекеттердин жарандарына колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин билдирем. На сегодняшний день сотрудники МИДа и заграничные учреждения уточняют списки кыргызстанцев, которые затем направляются в республиканский штаб. Судьба кыргызстанцев, которые не могут вернуться на родину из-за вспышки COVID-19, сейчас интересует все соответствующие органы страны. Отмечу, одними из первых 2 февраля на родину вернулись кыргызские студенты, обучающиеся в Ухане и других городах Китая, а затем дальнобойщики. Как отметил президент Сооронбай Жээнбеков на заседании Жогорку Кеңеша 15 апреля, работа в этом направлении идет, не прекращаясь. Чет өлкөлөрдө иштеп жүрүп, үйгө кайтып келүүнү каалаган ар бир боордошубуздун абалын түшүнүп турам. Чек аралар жабылганга чейин 6000ден ашык мекендешибизди Кыргызстанга алып келдик. Чек аралар азыр жабып, башка өлкөлөр сыяктуу эле биз дагы эң биринчи мүмкүнчүлүк пайда болоору менен алардын маселесин чечүүгө киришебиз. Бунун үстүндө азыр иштеп жатабыз. По информации первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова, сейчас в Кыргызстан намерены вернуться еще свыше 4000 граждан. Более 2500 из них находятся на территории стран СНГ, в том числе в России, более 830 в странах Европы и Америки, остальные в арабских и странах Африки и Южной Азии. Правительство продолжает работу по их возвращению. В странах, откуда нет возможности вывести наших граждан, работают посольства и консульства. Кыргызстанцев обеспечивают местами для проживания и питанием. К примеру, в Москве в 2 хостелах размещены 94 человека. В Оренбурге и Соль-Илецке более 100 кыргызстанцев обеспечили продуктами и масками. В Новосибирске до 20 апреля 143 человека размещены в хостеле. Трехразовым питанием их обеспечивает диаспора. В феврале, марте и вплоть до 15 апреля на родину вернулись 6364 человека, в том числе из России, Кореи, Саудовской Аравии, Казахстана, Индии, Таиланда, Индонезии, Египта, Турции и других. Правительство принимает все возможные меры по возвращению оставшихся кыргызстанцев на родину. МИДу пришлось провести за это время многочисленные переговоры с зарубежными чиновниками. Во исполнение поручения президента Сооронбая Жээнбекова в рамках проводимой работы по возвращению соотечественников, находящихся за рубежом, такой вопрос обсуждается и с российской стороной. Желающих вернуться из Москвы, Новосибирска и других городов России в Кыргызстан сейчас более 1000 граждан. Посольство нашей страны предоставляет нуждающимся хостелы, горячее питание и медикаменты. Это надо, чтобы эти авиалинии дали согласие, чтобы дали согласие Росавиация. После Росавиации Министерство иностранных дел, Министерство здравоохранения. После этого Роспотребнадзор. И после этого только принимается решение по каждому самолету в правительстве России. Почему? Потому что сейчас у вас у всех есть информация, насколько напряженная ситуация с распространением коронавируса в России. По авиарейсу Новосибирск мы запросили, нотой сегодня отправили, значит, на следующей неделе ждем разрешения российской стороны. Вопросы поддержки трудовых мигрантов, оказавшихся в непростой ситуации из-за пандемии коронавируса, был поднят на самом высоком уровне. Большую сплоченность в условиях пандемии демонстрируют и кыргызские диаспоры за рубежом, которые оказывают материальную и гуманитарную поддержку своим соотечественникам.
ушул ортчулук нерселердин биргеликте чыгып кетели. Мы совместно с диаспоральными организациями решаем вопрос, обеспечиваем питанием. Некоторым даже предоставили хостел на 30 дней с помощью посольства уже оплатили хостел. Это получается там бесплатно сейчас живут 80 наших граждан. Это те, которые оставались с аэропорта, и плюс те, которые к нам обратились в горячую линию посольства. Прорабатывает МИД Кыргызстана вопрос организации чартерного рейса и с авиационным руководством в Объединенных Арабских Эмиратах. Большинство наших граждан, находящихся в этой стране, работают в сфере услуг, а так как практически все гостиницы и рестораны сейчас закрыты, их отправили в отпуск без содержания. Им разрешено на длительный срок покинуть страну, при этом без аннулирования виз. Так, в ОАЭ сейчас своего возвращения в Кыргызстан ждут 450 наших соотечественников. Посол Кыргызстана в Объединенных Арабских Эмиратах в интервью нашему телеканалу сообщил о предстоящем 26 апреля рейсе и что впоследствии с интервалом в несколько дней наши соотечественники будут возвращаться в Кыргызстан. 6 апреля наш глава государства провел переговор с руководством Арабских Эмиратов, и один из важных пунктов был именно вот этот вопрос состояния наших граждан. Потом 7 апреля тоже наш министр иностранных дел со своим коллегой провел переговоры, и в ежедневной основе мы отчитываемся в центр тоже. И здесь мы в тесной связи работаем с эмиратской стороной, и компания Fly Dubai на данный момент они уже готовы начинать рейсы с 26 апреля. Бүт бардыкча жабык, кишилер жок. Азыр жалгыз Кыргызстандын гражданиндери, атуулдары самолетко отурганга кетип баратабыз. Это видео было снято соотечественниками за считанные минуты до их отлета в Кыргызстан. В Стамбульском аэропорту, кроме наших граждан, нет никого. Наши граждане благодарят посольство Кыргызстана и другие соответствующие органы за содействие в их возвращении домой. Уже рейске даярданып атабыз, автобустун ичиндебиз. Результатом длительных переговоров стало прибытие в Кыргызстан накануне 211 соотечественников. Посольство нашей страны составило список граждан, которые должны были вернуться в Кыргызстан, обеспечили транспортом и получили разрешение соответствующих органов, чтобы они беспрепятственно могли проехать в аэропорт. Так как сейчас Турция, как и все другие страны, борется с коронавирусом и властями этой республики принимаются жесткие меры, запрещено передвигаться самостоятельно, приостановлен общественный транспорт и все внутренние рейсы. Но несмотря на это, Стамбульский аэропорт открыл свои двери для кыргызстанцев, желающих вернуться на родину. Это только на уровне правительств, на уровне президентов такие вопросы решаются. 24 марта возвратили первым рейсом 197 наших граждан. Тот рейс был организован в Анталии. С первого дня списки формируются, и на основании этих списков направляются граждане. Авиарейсы были отменены, но мы не теряли надежду вернуться на родину. Прождали почти 3 недели, и вот, наконец, мы здесь, в Кыргызстане. Мы обращались за помощью в посольство Кыргызстана в Турции. Также неоднократно были в генеральном консульстве нашей страны в Стамбуле. Благодарны им, что этот вопрос решен. Скоро мы будем дома, а пока предстоит пройти обсервацию. Сразу же по прибытии граждане были размещены в обсервацию, и у них взяты анализы. Анализы большинства из них показали отрицательный результат на коронавирусную инфекцию. У 198 результаты отрицательные, у остальных 13 лабораторные исследования продолжаются. С момента вспышки инфекции желающих вернуться на родину соотечественников, находящихся за рубежом, было немало. Кыргызстанцы, застрявшие из-за пандемии и коронавирусной инфекции в других странах, постепенно возвращаются на родину. Но сейчас границы многих стран продолжают оставаться закрытыми. И то, когда и в какой стране будет осуществлен следующий рейс, зависит не только от Кыргызстана. В правительстве этот вопрос продолжают решать. МИД и другие привлеченные к решению этого вопроса органы и структуры Кыргызстана призывают граждан к терпению. Бигаим Бигалиева, Алмаз Нурмамбетов, Ала-То 24. Итоги недели.